Всем привет! Напомню, 22 января в нашем офисе прошел обыск и задержали Темирова Болота и Болота Назарова. В тот же день по непонятным причинам забрали и наше оборудование. 3 дня назад нам удалось вернуть ноутбуки и компьютеры, хотя они должны были отдать их еще в апреле. И только после судебного решения наше имущество возвращено. Судья постановил вернуть нам оборудование, изъятое в ходе обыска. В выходные мы проверили ноутбуки и выявили необычную деталь. Об этом расскажет Болот Темиров. Это вот ноутбуки, которые мы с трудом забрали из ГУВД, потому что они боялись их отдавать или не знаю по каким причинам. Очень долго они у себя хранили, хотя еще в апреле они должны нам были отдать. Ну давайте по факту, да. Вы когда включаете все компьютеры, что вы делаете, это все сохраняется в журнале событий компьютера, и поэтому ничего скрыть нельзя. Но смотрите, что происходит. Мы заходим в журнал, просмотр событий, заходим в журнал Windows, систему, и мы видим, вот, сегодня, что мы делали 4 июля, да, допустим, все это есть, крутим до конца. И последнее событие 2 марта. То есть кто-то очень, ну, скажем такой, более-менее айтишник, все, что было до 2 марта, все стерт. То есть даже то, что мы делали там в декабре, да, до обыска, в январе, все это стерто. Для чего это стерто? Ну, чтобы замести следы. Но, скажем так, у ГКМБ или МВД там, или кто их нанял там, айтишники вообще не профессионалы, потому что они оставили следы, да. Вот у каждого Windows есть файл, который Windows сохраняет для того, чтобы отправлять отчеты об ошибках потом при подключении к сети. И этот файл, он не подтер, этот айтишник горе. Заходим, находим файл PFRO, и там все видно. Все, что происходило с этим Windows. То есть какие ошибки были у Windows вместе с датами и временем. Смотрите, прошлый год, 16 декабря, все это есть. И опа, неожиданность, да, 24 января в 20:36 кто-то заходил на этот компьютер, сделал 30 успешных операций и Windows зафиксировал 2 ошибки. То есть 24 января, спустя 2 дня после обыска нашего офиса, после того, как у нас отобрали оборудование, в 8 вечера, на других компьютерах видно, что они работали до утра, до 5 утра. Там тоже есть в журналах эти события. Вот. С 7 вечера до 5 утра кто-то копался в наших ноутбуках, да? Но самое интересное, что таинственные айтишники не имели права копаться в наших компьютерах 24 января. Никто не имел права вытаскивать ноутбуки из опечатанных пакетов без разрешения следственного судьи. А разрешение следователь Камалов получил лишь 28 января. Напомним, что данные с наших компьютеров в те же дни оказались в социальных сетях. Провластные тролли использовали их для дискредитации нашей команды. Кто копался в наших компьютерах и зачем? Вопрос остается открытым. Первомайский суд в свое время отказал нам в возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников ГУВД. Но мы подали апелляцию и надеемся, что эти айтишники и сотрудники, передавшие незаконно им наше оборудование, понесут наказание по закону. Друзья, если вы хотите больше интересных расследований, то поддержите нас на Patreon. Только вместе мы сможем победить коррупцию и беспредел.